Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хотел начать очень интересную тему – этноним казахского народа и почему казахов называли киргизами. И в этом видео вы узнаете об этнониме казахского народа, как оно возникло, почему называли казахов киргизами, как именовали современные киргизы тогда и возвращение исконного названия казах. Так давайте начнем. Этноним казах. Казах – тюркское слово. Со времени выхода известной книги Алексея Левшина о казахах 1832 года в трудах некоторых ученых было распространено утверждение о том, что в Шахнаме великого персидского поэта Фирдауси в разделе о Рустеме якобы говорится о казахах и казахских ханах. Однако содержание бессмертного творения хорошо известно ориенталистам, и там нет ни слова о казах. Как показали многолетние исследования ведущего востоковеда Республики Казахстан Кумекова, нет упоминаний термина «казах» и в сочинениях ранних арабских авторов. В мусульманских письменных источниках мы встречаем его в анонимном тюрко-арабском словаре, составленном, вероятно, в Египте, известном по рукописи 1245 года, со значением «бездомный», «бесприютный», «скиталец», «изгнанник». В XIII веке термин «казах» встречается среди хорасанских туркмен. Оно имело этнический смысл. Вероятно, кипчаки появились на туркменской земле под этим названием. В тюркской среде казах означало «свободный скиталец», употреблялось до XIII века. Племена, переселившись с Киреем Джанибеком из ханства Абулхаира в Мугулистан, называли узбек казахами. Слово «казах» в языках алтайских и сибирских народов означало «прочный», «крепкий», «великан». В Архоно-Енисейском памятнике VIII века, обнаруженного Радловым, встречается выражение «казгагым оглум» – «мои приемные сыновья». В арабско-тюркском словаре «вольный», «скиталец». В IX-XI века в восточной даче Кипчаки слово «казах» употреблялось в социальном смысле, то есть группах людей, ведущих вольный образ жизни. Скорее всего, слово «казах» возникло у кипчаков, они стали обособляться при узбек-хане. В исторической литературе существуют самые разнообразные толкования происхождения слова «казах». Одни выводили его из тюркских глаголов «каз» – «рыть», «кез» – «скитаться», «кач» – «бежать». Другие создали невероятную этимологию этого слова от «каз», то есть «гусь», и «ак» – «белый». Есть исследователи, которые считают возможным выводить слово «казах» из монгольского термина «казак-терген», обозначающего род повозки. Некоторые авторы связывают термин «казах» с названием древнего кавказского племени или объединения племен Касок, однако такого рода гипотезы, по мнению Бартольда, едва ли приемлемо для историка. Таким образом, в те далекие времена казаками становились, делались для обозначения образа жизни казака в ираноязычных и тюркоязычных источниках образовано существительное казаклык, казакование, казачество, скитальчество, вольность, а также глагол казакламак, скитаться, вольничать. Понятно, что образ жизни казака скромный, отсюда и слово «казакане» по-казахски, то есть скромно. Вот пример употребления этого редкого слова в тексте средневекового источника. Когда Бабур прибыл к султану Ахмаду, тот взял его за руки и ввел в свой маленький шатер. Так как султан Ахмад вырос в окраинных землях, замечает Бабур, то палатка и обстановка, в которой он жил, были скромными, казацкими, то есть казакане. Теперь переходим ко второму вопросу. Киргизы, каракиргизы, казахи, казаки, каракайсаки. Можно запутаться в названиях двух братских народов. Я расскажу вам, когда киргизы стали казахами и чем каракиргизы отличаются от каракайсаков. В памятнике русской культуры XVI века приведены сведения о кочевьях и границах владений казахов. С 18 столетия в русских источниках казахов ошибочно стали называть киргиз-казаками и киргиз-кайсаками. Эти названия в 1867 году сократили до киргиз. Под именем киргизов известны кочевники, населявшие степные области Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской, внутренние
Астраханской губернии, часть Сырдарьинской области и Амударьинский отдел. До введения в этих областях временных положений в официальных актах киргизы часто назывались киргиз-казахами или киргиз-кайсаками. Киргизами в российских источниках называли народ, проживающий на берегах реки Енисей. Тяньшанских киргизов называли большими киргизами. С 1771 года в архивных документах России начинают встречаться названия «дикие киргизы». В частности, военнослужащий Иван Абдулин впервые применил это название в своем объявлении, поданном им 9 октября 1771 года после возвращения с кочевьев Аблай-Султана, где пишет: «Еще слышал я от киргизов, что они приносят жалобу Аблай-Султану на диких киргизцев, кои последние Большой Киргизской Орды Баланайскую волость разбили». Отсюда следует, что предков современных киргизов в русских документах называли как кара-киргизы или дикокаменные киргизы. С 1786-1795 года встречается название еще каменных киргизов, закаменные киргизы или дикокаменные киргизы. Уже после революции 1917 года, в 1924 году с образованием Кара-Киргизской автономной области название киргизцы были официально изменено на киргизы. Таким образом, с 1920 по 1925 года Казахстан называли Киргизская АСР, а Киргизию современную с 1924 года называли Кара-Киргизская автономная область. Давайте теперь выясним, почему казахов называли киргизами. Как известно, до революции казахов называли киргизами. Поговорите на Иссык-Куле с любым местным жителем, и он обязательно спросит: а ты знаешь, что до революции казахов называли киргизами? Да и в начале советских времен не было никакого Казахстана, а была Казахская ССР. Действительно, почему до Октябрьской революции казахов называли киргизами? Оказывается, вся путаница случилась по вине журналистов, живших 280 лет назад. Казахи стали киргизами из-за обычного журналистского ляпа. Начнем по порядку. Слово «казак» появилось в 15 веке. Долгие годы и века кочевники гордо именовали себя вен-казак. Даже в царских документах казахи упоминаются под своим собственным именем. Например, в журнале русского посланника в Джунгарию Ивана Унковского можно встретить упоминание о казахах именно под именем казак. Но Унковского тогда мало кто читал. Более популярной была книга голландца Николая Вицина. Нидерландский негациант по заданию Петра I должен был собирать данные о народах, живущих к югу от Российской империи. Задание в принципе он выполнил, хотя не очень честно. Побоявшись ехать в опасные степи, он обосновался недалеко и стал брать интервью у проезжих чиновников, путешественников и купцов. Кто-то дал правдивый рассказ, а кто-то и приврал. Все рассказы его уместились в сборнике Вицина «Северная и Восточная Тартария». В этой книге Вицин распределил народы Азии по географическому признаку. Он дал описание башкир, енисейских киргизов, хакасов и казахов. Информация о казахах была помещена в главу Бухария. Казахи фигурировали у него под собственным именем – казахи или татарские казаки, подданные Бухары. Книга получилась очень познавательной. Казахи названы своим собственным именем, но в 1734 году случился казус. В Санкт-Петербург с официальным визитом прибыла делегация, которую возглавлял сын хана Абулхаира, султан Ералы. В то время русская публика мало что знала о казахском народе, поэтому газета «Санкт-Петербургские ведомости» решила дать большую статью на эту тему. Главный редактор Михаил Ломоносов поручил это дело одному сотруднику редакции. Тот сразу схватился за книгу Вицина. Беда всех журналистов – это вечная спешка, поэтому тот до главы Бухария просто не долистал. Он добавил от себя ремарку:
Казахи произошли от енисейских киргизов. Кое-как состряпав статью и добавив немного интриги, журналист дал свой опус в номер. В нем подразумевалось, что речь идет о казахах, а на самом деле речь шла о енисейских киргизах или будущих хакасах. Санкт-Петербургские ведомости – это был главный официальный рупор Российской империи, поэтому все, что было написано в этой газете, воспринималось читателями как истина. По этой причине Филькину грамоту о казахах все восприняли как достоверную. В делопроизводстве и в официальных документах слово «казах» было заменено на «киргиз». Надо сказать, что серьезные ученые пытались исправить этот журналистский ляп. О том, что не нужно путать киргиз-кайсаков с казахами, первым написал в 1750 году академик Миллер. В 1771 году в своей рукописи об этом же говорил русский путешественник Берданес. Он уделил особое внимание тому, что так называемые киргизы никогда не называли себя киргиз-казахами, а говорили «мен казах», «я казах». С этой исторической ошибкой боролся и Чокан Валиханов. Но кто у нас слушает ученых? Как начали называть казахов киргизами, так и на 200 лет это и осталось. Да, велика журналистская вина, но единственным оправданием служит лишь то, что название казах вернулось тоже благодаря журналисту. И не просто журналисту, а писателю, поэту, государственному и общественному деятелю Сакену Сейфуллину. В газете «Еңбекшіл казах» была опубликована его статья «Давайте называть казахов казахами, исправим ошибку». Сейфуллин был председателем Совета народных комиссаров республики, то есть главой правительства, поэтому его слово много значило. Каждому казахскому гражданину нужно прекратить называть себя киргиз, необходимо почаще говорить казах, чтобы это слово стало привычным для слуха других народов. Потом последовали и другие статьи. В них он постоянно поднимал вопрос о переименовании киргизов в казахов и упорно именовал республику не Киргизской АСР, а Казахстаном, и переломил таки общественное мнение. Член партии Алаш Ахмет Байтурсынов 15 апреля 1925 году выступил на 5-м Всеказахском съезде и предложил переименовать Киргизскую ССР в Казахскую. Выступил с обращением о необходимости возвращения исторического самоназвания казахов. Всероссийский Центральный исполнительный комитет 15 июня в соответствии с волей трудящихся принял постановление о переименовании Киргизской АСР в Казахскую АСР и столицу Ак-мечеть в Кызылорду. Президиум Центрального исполнительного комитета Советов и Совет народных комиссаров КАЗ АССР 5 февраля 1936 года для произношения на русском языке постановил в слове «казак» букву «К» заменить на «Х». Таким образом, 5-й съезд Советов КАЗ АССР постановил историческое верное наименование казахского народа – казахи, убрав тем самым навязанное в свое время царской администрацией неверное наименование киргизы.